Дружко, каравай крає, дружко, каравай крає. Пожалуйста, мотор puinen tässä kesän soksum puasetlan mevet sukunalnona mokyllessunkin analna sandene tendan prositlashadan tässä kesän. Tässä kesän kuulupäinen mevet rasetlan tuleva sulmopena. Sala erittäin tassetlan tässä kesän tiem kotutana. Siksi mutas kalkuun nagnar sala muurmat Тулова, призываю, значит, духа бани, чтобы он принял с утра пораньше то, что мы топим, такие праздничные дни, всех моих гостей, чтобы приехавшие с дороги могли сполоснуться, помыться, одеть чистую одежду и пойти уже на святую рощу, чтобы быть в чистой одежде, чистой помыслами, чистой совестью прийти и помолиться. Потому что на сегодняшний день пришла осень. Если мы весной выгнали скотину, значит, открывая с трех сторон ворота, то осенью пригоняем уже с 9 сторон. У Бога просили, чтобы они нас оберегали, эту скотину, чтобы на лугах хороший был корм, хорошая была трава. Вот это все как бы высказывание, философское высказывание связано с христианской жизнью, с христианским укладом. Просим Бога огня очистить жилище, и чтобы через дым донести, что мы сегодня готовы провести этот праздник, который называется осеннее моление Кюся Широк Кумалтыш. Ну, сейчас вот Екатерина уже блины печет. Необходимо обязательно вот то, что уродился урожай, весь народ собрал понемногу муки, и с этой муки она сейчас будет блины готовить. Сейчас блины печем. У нас сегодня большой праздник, вот к этому празднику самый вот большой подарок это живность, а потом обязательно блины. Блины печем и обычно 3 тарелки по 9 штук мы туда берем. Если значит, это живность, подарок от имени мужчины. Но бывает от имени женщины, тогда 7 штук. И одинаково. Вот сегодня блины печем. Туда возьмем с собой. А потом оттуда приведем и всех гостей своих родных будем угощать. Перед этим праздником у нас помощница женщина есть, да, вот главного жреца-то. И она сообщает по всей деревне, и может сами люди приносят кинделок, у нас говорится, то есть муку для хлеба. Ну, они вот где-то килограмм, ну, не больше надо. И получается сборная мука. Я всю эту муку перемешаю, чтобы вся мука, кто принеси, она вошла. Вчера вот испекла хлеб, а сегодня печем блины. Ну вот сборные. И каждый человек вот дает вот свою энергию. Поэтому получается эти блины, во-первых, они вкусные, и во-вторых, энергетические вот такие. Могут туда принести блины, хлеб свой. Потом делаем омлет. Тоже в печку вот так ставим тарелочку.
могут туда принести. Вот в основном такие блюда. Марица так-то народ очень любит петь, но на таком празднике обычно мы не поем. На этом празднике. При молении, сейчас, раньше, когда вот гусли были, сейчас мы потеряли гусли. Причем Мариэл где-то сохранилась. Вот под гусли молитвы читали, а сейчас этого нет. На роще обычно молимся и стараемся лишнее не говорить, лишнее не болтать, даже вот в мыслях, чтобы не было плохого лишнего. Такой праздник проводится в год у нас 2 раза, летом. Это в основном июнь, начало июля, то есть после Семика, спустя неделю, и можно до 12 июля, до Петро. Дальше нельзя. Потом и осенний вот праздник. Осенью можно, как Покров день пройдет 14 октября, до 19 декабря можно этот праздник. Мы каждый год вот летом выходим и осенью. Ну, в нашей деревне в основном из нашего дома выходим. Ну, а потом присоединяются туда, могут выйти туда прямо в рощу со своей, когда вот птицы, да, не обязательно по домам ходить в карту. А вот когда живность покрупнее, барану отдают или еще покрупнее, тогда обязательно карт приходит домой, читает молитву. Polset kun me tällainen selämugrumat kuudet kuutaa muuta mielestäni kaavallisia hamistellage. Teve selämugrumat mom joten mielestäni sokin näinä. Tässä ketsun tätä päivänä me tarin kultaisetan. Seläderge kalketen sumne iktoske ikoidene ilasetan. Joten mielestäni sokin näin. Kaavallisia hamistellage. Se monta pelistä. Olisi porukku kujumaan. Ulo marika lanta zalakam jodna, ja sen lakam jodna, anga ilas lire, tatu ikterin besin las, pigi motor ilasan pu, pi raskalan kasakan liis, ulo kalan mukai kalak toles, ila pigi tatu lokam, kada kavolite. Tuna moin ketstä tarin, moi ketstä toles man saidessa motori ketstä puolus sandene tässä ketstä tarvanasta tan jonomusta zaman tendandisen bichawitadisen jodan bakazat idachamane liin sokoza poin sokomlanda kuudes kuutao kavallisäämisellä atsa. Tämä polsen sokomasta että lopta sangatten tässä koko pelkättene kaina tendandike koko päivämyskä. Vas malla atsa kappa on potom. Игорь, отца контуда. Сейчас мы находимся возле деревни Кулигаш. Это святая роща. Святая роща, которая принадлежит обществу кулигашскому. У нас в каждой деревне имеются святые рощи. Не одна святая роща. То, что мы находимся, где даем главному Богу, Пору Ошкулыма, но также еще через овраг у нас имеется другая святая роща, это Поднебесному. У марийцев имеется своя конфессия. Марийская традиционная религия называется.
Стелим вот анапу, который мы сейчас приглашаем всех богов, чтобы они к нам пришли. Они не ходят с нами, они находятся, приземляются на землю. И вот стол, который мы им стелим сейчас, полностью не просто стелим, а веткой, лапкой не к низу, а к верху, для того, чтобы можно было приподнять дух пищи, которую мы принесли сейчас. Все будем сейчас ставить на стол. Вот мы уже приготовили. Мой друг Семен помогает мне вот во всем этом явлении. Теперь мы в ту сторону заходить не будем. Только в этой стороне. Это уже полоса богов. Мы сейчас будем и заготавливать, и дрова, и все будет в той стороне. Здесь у нас уже забита монета, серебряная монета, обязательно серебро должно быть. И вот мы здесь будем зажигать. А сюда поставим напиток, который божественный напиток, медовый, мы его сюда поставим. Те, кто хочет, значит, чем хочет выйти, что хочет для своей семьи, каждый молится непосредственно то, что мы называем сейчас главного бога, Пороошку ему, и также всех богов, кто что желает. Некоторые женщины приходят, допустим, у Матери Божьей спрашивают, это Шочен Юмунава, когда ребенка нет, или что-то случилось. Вот всегда женщинам молимся через эту богиню. Пороошку ему. Те тендерни стерда. Кружка или? Меримо шочена ваманда перкава. Саска сортат не кузета шекечен. Аложе вот пашанам карин голташа. Кузе пойлактам кондеш волташна туган говоритене. Шоалнаган туган говоритен результен налаштен дандеш делен шоген. Пороошку ему. Тарикешлакше. Сонен костан огрен костан. Чалата буйску пуренда тендан дека тасыгатын жолун келестен салган. Полсуга тасыгатын. Теда кугу пайнамеден ечерин калтас. Результен навасан тасыгатын. Я обращаюсь к Пороошку, главному богу, и приглашаю Бога и со своим семейством, чтобы они посетили наши места в знак благодарности, что мы сегодня пришли с подарком. И наш подарок, чтобы взяли. Асмала Пороошку гамутиня, балков илядю мага, время перешимо, кукаселаш веримо, шочена вам ландава, перекеава, кыркеттон шога вырсю, кыркеттон шога тарсы кашета, кукупайна метарашлан, теме егерет кишен büdüm конден, тулум отамеке, тендан деке рюзалтен налас яндален шовалтенна, эректен налан те, тулеттене пюрден налан, büdеттене эректен колтен, Кожла пушеден портен шоген тендан ончыко конден шоалтын перектам ризалтен алзаман тендан дечен Пороошку гоймы тылыклатыракетлак инсталанышы кавылы жами серлагы. Мом конден нагына тар секершен чыла таланда кондалтын. Чыла жымат бысмолтен налашан тендан дека абызден налашан үжін конден нада. Тада кугу пашадым аштамашты тендан дечен тылыклатыракетлак инсталаны шоген. Молы түрлі калыкетлак толынут кынат. Ернида шога, тогда калакедем, тендан дечен разрешением джодан шогенам да, тогда калакедем имнан де парля шоган, тарсакешем имнан, тогда куга пайдамнам, тарашна кёлегеш катон, тогда куга пашам, тарен колтамаште, тендан дечен джодан шоген, кавалли жагами серлаги. Для того, чтобы это подарки взяли, мы должны сначала окропить дымом и огнем, очистить, где бы ни находилось наш подарок. Вот то, что мы как очищаем дымом, огнем, водой и поливаем через те, значит, листочки, через иголочки, которые здесь выросли, поливаем, и чтобы Бог видел, что мы даем в чистом виде. Станислав Шалташин, Тарсакашин, Эркенлектен, Тогда клубу пашам автомашки, тендан дечен джоны телестешо венанда, тендан дечен мокилешен, есть кашен тендан дечен джоны нам, Пороошку вима, салам вима, тогда лапка сангаттене, куандар меттене,
Te çalanat poğunusu yoltaş emlaktarsa gördün soğuk. Rüzaltın nalasıda. Güzel tenden de katon soğuğuna. Tam karım korang dinle. Çalarma korang dinle. Мы сейчас просили богов, чтобы они приняли дар. То есть, если приходишь, то надо просить, чтобы приняли боги. А вот если отряхнется, то есть это говорит о том, что дар принят. А если не отряхнет, то получается, что боги не принимают подарок. То есть мы вот это ждали. То есть вот бычок сначала не отряхал, поэтому потом перешли к гусю, потом к утке, потом снова это. То есть если боги не принимают дар, получается, что с ним надо обратно возвращаться. То есть просто так мы не имеем права тут. Да, он отряхнулся. То есть все, кто сидит, все свидетели того, что он отряхнулся. То есть если один человек говорит, нет, он не отряхнулся, значит продолжаем молиться дальше, просить. Кто с чем пришел, кто с какими вопросами пришел, кто за кого просить, своих близких, родных, здоровья просить, удачи просить, вот все просят. Он говорит, и каждый молится, каждый просит. Если только будет просить карт, если будут люди просто сидеть, это получается, как только пришли посмотреть на концерт на какой-то. Каждый должен прийти чистой душой и просить, то есть от всего сердца просить. Тогда и будет результатом. Тогда. Так, Кульдашев, Станислав. Осторожно. Так, анда қазір чаланат енді алтына, кумалашна шоғалына, кумалаш сукеншендена, идамында. Ну, как обычно, мужчины дают жертвоприношение делают, да, крови берем, а мы, женщины, занимаемся готовкой, готовим. В первую очередь мы начинаем готовить с крови. Делаем колбасу кровяную, делаем галушки кровяные и ложим варить, значит, там отдельные куски мяса. С каждой части у скотины берется кусочек мяса, собирается в одну кучу, варится это все отдельно. А остальные куски варят тоже отдельно. Значит, на первом костре у нас варится мясо, на втором костре то, что там птицу, допустим, внутренности, и потом варится там на втором костре вот эти кровяные вот эти изделия. И дальше, значит, все это вытаскивается, варится каша. А на первом костре варится суп, бульон. В основном крупяные изделия ложат на бульон. Вот. И еще у нас вот третий, значит, чай завариваем, третий котел, и разжигает третий костер. На третьем костре все отходы пищевые выливаются туда. Шкуры, пух, все это там сжигается. Вот и вся наша миссия. Пока будет готово, вот 40 минут примерно варится это мясо. Потом, значит, заделывается, и общий прием пищи получается. Мясо, это, посуда-то. Ну, а остальное мясо, вот, допустим, что остается отсюда, забирают домой и раздают всем по деревне за 3 дня, чтобы это все съели. Сколько вот сюда привезли, как на жертву, да? И все это раздается по соседям, там, это сам, чтобы за 3 дня съели, да. Но я, слава богу, не болею. Сколько вот я прихожу, пока бегаю, благодарна Всевышнему. Вот, и всего-то. Ну, уже по жизни уже вроде как-то живем, никому
Мы вреда никому не делаем и нам никто не делает. Вот так, всего-то все. На душе легче становится. Придешь домой после молитвы, после всего этого процесса. И очень хорошо. Ну, я 30 лет прожила в коме. Вот, а потом приехали, уже 12 лет здесь обратно живу. Тянет в родимые места все равно. Все это с детства осталось. С детства. Виктория Аваром Дёдан Ларисом Татсекетшалан. Виталий Лепрля Тада Пугу Пашашка Колтейнет. Сандене ик твесла полшеник твесла ке ингетен кузе шогена. Умбак жаттыге болгал чогжы мемнан ялналак. Көлегеш ялна, шуар ялна, ожбу ялна, көнегер ялна, пелебеш ялна, мандак ялна, буймо ялна, кадрек ялна. Моление из поколения в поколение каким образом передать на сегодняшний день, это очень сложный вопрос. Я, допустим, от мамы и от папы это не получил, потому что мама у меня учительница, и то, что были комсомолки, и нельзя было учителям в дальнейшем присутствовать на молениях, и она действительно не могла. Ее мама, учительница, закончила в 1917 году тоже, и стала она сочувствующей революции, и, конечно, она тоже не могла вот это чтобы передать. Но по отцовской линии у меня были предки картами когда-то, и наверняка гены остались, и что-то мне передалось. Я не могу это сказать, но я ведь не с самой молодости встал на этот путь. Мне было намного старше, я 40 лет, когда было, первый раз вышел на моление. И очень меня волновал этот вопрос всегда. Когда ребята, живя я в интернате даже, говорили, у тебя нет религии. Я говорю, почему? Вот у татарин, говорит, есть Коран, у русского есть Библия, а у тебя, говорит, нету. Я говорю, как нету? Мы же молимся. Есть у нас святые рощи. Я спорил с ребятишками, нам было по 11 лет, по 12. И меня всегда этот вопрос, конечно, волновал. В том плане, что, а почему же у нас нет? Как же мы так? И потом я постепенно изучаю, оказывается, у нас и письменность после появилась. И поэтому то, что народ сохранил это все в устной форме, это вообще, я думаю, что уникальные вещи. Вот придя, слова молитвы я практически не заучиваю никогда. Сегодня утром встав, я понял, что надо просить, в каком направлении, как объединить, чтобы почувствовали люди, что это не просто ради того, чтобы высказать слова где-то на собрании, на совещании, а обратиться к Богу. Калыкна түрлі верият коштеш, корнойза, корнокуза, саклен арален кондырса, авто корнышты кошт мына годымат, күртны корнышты кошт мына. И те же слова и во всех вероисповеданиях. Любить ближнего, уважать старшего, не обижать младшего. Вот этих принципов придерживая, у нас еще, к тому же, не губить природу. Первозданной красоты, что есть, вот мы, придя даже сюда, есть повалившиеся деревья. Мы их не трогаем, не распиливаем. Отсюда нельзя уносить ничего. Берем столько, сколько необходимо сегодня вот приготовить пищу вместе с богами. И вполне достаточно. А остальное все останется здесь. Оно будет продолжаться, расти. И новые деревья будут вырастать. И поэтому мы его не трогаем. Скорее всего, мы к этому относимся. Те деревья, которые были закреплены за каким-то родом, может быть, этого рода уже нет. Поэтому, не приходя, они уже соскучились, эти анапу. Не дереву мы молимся, а на деревья прилетают боги. Мы к богам молимся. Некоторые смеялись, говорят, пню молитесь. Да не пню мы молимся, а мы богам молимся, которые к нам вместе благоволят прийти.
И поэтому на сегодняшний день они и боги все, главный бог, пору ошку ему, поднебесный бог, бог благородия, бог того, что жизнь дает, илян ему. Вот те все со всеми богами. Мир ему между конфессиями, между людьми, которые соединяют, объединяют. И, конечно, то, что самое близкое, Матушка Земля. Арверим көкөнден, нангаяшлан. Чаланат тазалыйза, кужимранлыйза. Икебеслен пагалаза. Анде то лавит мананин кидим. Молодец. Умбагада тюлень шогуза чала боле кетет. Благодарим. Спасибо и вам. До свидания. Спасибо.